Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В этом году аграрии Якутии встретили ряд трудностей перед началом сенокосной страды. Это и ограничение отпуска топлива, и дождевые паводки в ряде районов. Сегодня о самых актуальных вопросах агропромышленного комплекса мы поговорим с министром сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха Артемом Александровым. Артем Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, тогда с топлива начнем наш разговор. Как вообще обстоят дела с обеспечением аграриев ГСМ? Ну, на самом деле обстановка не из простых. Мы с этим сталкиваемся впервые, наверное, и в стране, наверное. Поэтому сегодня расчет потребностей составлен по республике именно до конца года с учетом всей потребности, годовой потребности составляет порядка 27 тысяч тонн. В том числе на остаток с июля по декабрь месяца у нас расчет составил порядка 18 тысяч тонн. Дана сегодня топливным компаниям на сенокосную пору предоставлено порядка 844 тонн дистоплива. Она перераспределена полностью по всем муниципальным районам, которые занимаются кормопроизводством. Соответственно, по поручению главы в рамках оперативного штаба Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики и Министерством гражданской обороны составлена методика, в целом система работы доведения и реализации топлива. Она доведена до всех муниципальных образований. Сегодня эта система работает, можно сказать, в ручном режиме. И работа сегодня налажена. По всем муниципальным районам, где есть у нас резерв топливных компаний, отпуск, вторые и так далее, она налажена. Мы сегодня ждем расчеты и доведения топливными компаниями ГСМ на август месяц. Соответственно, есть потребность по бензину и с учетом расчета перерабатывающей отрасли. Поэтому работа продолжается. Ну, у нас есть еще один вызов, это ведь дождевой паводок. Как пострадали сенокосные угодья? Будет ли выполнен план по кормозаготовке в этом сезоне? Ну, не только проблемы ГСМ, как вы отметили, и у нас это показатель того, что мы очень зависим от природных показателей. Паводок идет, летний паводок, можно вот говорить, летний паводок идет очень сложно. В 6 муниципальных районах введен сложная обстановка, введена сложная обстановка, в том числе северные арктические районы, это Эвено-Батантайский, Верхоянский районы. И сегодня идет подсчет ущерба. Вода пока не отступила, соответственно, сенокосные угодья находятся под водой. Есть моменты в районах, где подтоплены уже заготовленные корма. Есть районы, где подтоплены уже как бы пойменные места, где уже скошены участки, соответственно, островные участки подтоплены. Вот сейчас идет анализ, вообще оценка ущерба. Акты доведены до всех муниципальных районов, Акт приложения, она в соответствии с федеральной программой, государственной программой сельского хозяйства. Соответственно, наша задача это по действующему механизму все-таки поддержать в части обеспечения устойчивой зимовки скота и лошадей. Мы считаем, что мы выйдем из ситуации. Целевая задача сегодня достичь того уровня, который мы достигли в прошлом году, с учетом запасов кормов, грубых кормов прошлых годов. А вот в прошлом году же сбор объема зерновых достиг максимального значения за последние 20 лет. Получится ли в этот раз сохранить, может быть, даже приумножить результаты? Ну, желание достичь плановых показателей, оно всегда есть. Но, тем не менее, природа делает свои коррективы. То засуха, то дожди. И в крупном зерновом районе, Амгинском районе, например, была засуха, соответственно, показатели будут ниже, однозначно. Но между тем мы все-таки с учетом тех параметров, которые доведены до всех муниципальных районов, сегодня должны выйти минимум на 95%, что по кормовым, что по зерновым. Поэтому работа над этим продолжается. И очень мы надеемся на наших сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются именно конкретно по направлению семеноводства и зерноводства. Поэтому вот планы такие: выйти на 95% минимум уровня прошлого года. А планы по сезону большого молока какие? По сезону большого молока сегодня от доведенного плана
до муниципальных районов, до сельхозтоваропроизводителей мы выполнили 50%. 50%. Это порядка 30 с лишним тысяч тонн. Сегодня главой региона Айсеном Сергеевичем поставлена задача выйти на 65 тысяч тонн по итогам года. Мы видим, что работа ведется, сезон большого молока идет в штатном режиме. Работает 57 единиц в 20 муниципальных районах, включая город Якутск, заготовительные компании. И благодаря по расширению полномочий в прошлом году обновлено немало объектов, перерабатывающих объектов, приобретение оборудования, восстановление в населенных пунктах, участках молокоприемных пунктов. Поэтому мы считаем, что полностью 100% этот показатель мы выполним. Сегодня порядка 58% от предусмотренных источников по молоку доведена. Это 2 миллиарда с лишним миллионов рублей по заготовке молока в районах. Ну, кстати, да, про материально-техническую базу. Это ведь тоже влияет на заготовку кормов, молока и так далее. Недавно же Амгинские и Устьялданские улусы получили сельскохозяйственную технику. По какой программе выделены средства на укрепление базы? Ну, помимо нашей региональной программы поддержки по материально-техническому оснащению сельского хозяйства, и есть федеральная программа и национальная программа. Вот именно в Амгинском районе, Устьялданском районе, где Айсен Сергеевич вручил ключи от техники, это именно федеральная программа по поддержке табунного коневодства. Табунного коневодства — это племенное направление. Эта программа работает и работала 3 года. С 2024 года работала. И федеральных источников примерно было заложено порядка 400 миллионов рублей. И приобретено порядка 300 с лишним техники, включая той техники, которую вот сегодня вручил Айсен Сергеевич. Это тракторная техника, это УАЗ-фермер, Северо-Арктика, это вот, бураны и так далее. 300 с лишним техники с учетом навесной техники. Поэтому мы считаем, что это хороший показатель именно поддержка людей, племенных хозяйств, которые занимаются именно табунным коневодством. А в этом году, кстати, впервые участник из Якутии занял призовое место на конкурсе «Лучше по профессии» в номинации «Агроном». Расскажите, что там было? Ну, забегать вперед, наверное, не будем. Ребята приедут под кураторством заместителя министра Сахаяна Афанасьевна, доктора сельхознаук, и выйдут в эфир, расскажут, все покажут. Да, действительно, ребята показали достойный уровень на всероссийском уровне. Показали, рассказали, доказали, что в Якутии, не в таком экспортном регионе, который занимается по зерновому направлению, что есть агрономы. Агрономы — это показатель того, что у нас есть перспектива, у нас есть преемственность и желание работать и развивать это направление. Василий Васильевич Сипцев, он работает в БТ-Агро, именно в семеноводческом хозяйстве. И благодаря вот таким энтузиастам, молодым ребятам сегодня есть стимул именно вот развивать вот это направление еще лучше. Помимо Василия Сипцева принял участие в ветеринарном направлении тоже лучший ветеринарный фельдшер по направлению Зоя Федорова с города Якутска, тоже с 27, если не ошибаюсь, регионов. Она заняла 6-е место. Это тоже хороший показатель. Это вот накопленный опыт и доказательство того, что у нас серьезно занимаются направлением ветеринарии. Ну, вы знаете, что ветеринарное направление — это один из таких структурных направлений продовольственной безопасности. Это эпизодическое благополучие нашего региона, от чего много зависит и продовольственная безопасность, продовольственная доктрина всей нашей страны. Есть ли еще какие-то достижения в агропромышленном комплексе, которые произошли за первое полугодие 2026 года? Ну, мы с учетом прогноза текущего года за полугодие произвели порядка 6,7 миллиардов рублей валового регионального продукта сельского хозяйства. Этот показатель практически сравнивается с прошлым годом. Поэтому мы видим, что вот производственная часть, она работает в штатном режиме, нет нигде пробелов.
Помимо этого, посев произведен практически на 90%, зерновые, кормовые. Показатель тоже неплохой. С учетом осенних посевов, чистых паров, мы считаем, что выйдем на 100%. 100%. Что касается по мероприятиям, которые мы планировали в текущем году, за полугодие мы провели ряд серьезных мероприятий. До сих пор проводятся мероприятия в рамках 80-летия Героя труда, знатного доера Готовцева Михаила Николаевича. Торжественные мероприятия провелись на территории города Якутска, на уровне правительства. Соответственно, буквально недавно мы завершили форум, международный форум с участием заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Некрасова Романа Владимировича, наших докторов, академиков. В истории, наверное, не было такого, что порядка 6 академиков по сельскому хозяйству посетили наш регион и привели в рамках 75-летнего юбилея племенной службы Арктики вот такое мероприятие. И в истории, наверное, нету, что федеральный заместитель министра сельского хозяйства приходил за 6 месяцев 2 раза. Поэтому мы считаем, что это мероприятие проведено на высоком организационном уровне. И резолюция, которая принимается, она на стадии согласования, обязательно найдет свое положительное отражение с учетом изменений федеральных законодательств. Ну что ж, звучит более чем перспективно. Артем Александрович, спасибо, что нашли для нас сегодня время, поделились важной информацией по многим волнующим аспектам. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.